Доброе утро, дорогие друзья! Очередная, ребята, вкусняха с автоклавом. И сегодня делаем соус. Лариса Юрьевна. Всем привет! Погода, ребят, шикарная. Блин, начало августа, 25-30 градусов. Великолепно, в общем. Сегодня хотим приготовить вкусную такую штуку. Ну, Юрьевна, наверное, расскажет поподробнее. Мать, что там у нас сегодня? Мы хотим приготовить соус болоньезе. А по-русски? Что, как по-русски, если это соус болоньезе? Ну, может, кто-то не понимает, точнее, это что-то с помидорами, с фаршем, с мясом. Да, это помидорный соус, томатный соус. И мы хотим с его травами, с травами. приправами. Но мы хотим добавить фарш, то есть мы хотим, Он уже будет готовый, заряженный, да? Да, да. Так как мы очень любим лазанью, мы очень любим пасту. Так что мы его делаем каждый год. Мы всегда делали его без фарша. А в этом году мы решили попробовать фарш. У нас свинина говядина 1,5 килограмма. Так что есть базилик фиолетовый, петрушка, чеснок, целая головка, килограмм лука, 4 килограмма помидор. Помидоры уварятся, и как будто бы нам этого должно хватить. Немножко. Томатная паста, черный перец, из паприка нужна будет, орегано, уксус, нужен винный, но винного не было, виноградный взяли, соль, масло. Как-то так. Ну, самое интересное, что мы будем делать в автоклаве, правильно? Да, да. Мы еще никогда, ребят, не делали, но вот этот чудо-прибор нас так подкупил, и мы готовим сейчас всякие вкусняшки, рыбу, мясо именно в автоклаве, потому что это сохраняется, ребята, и ну, получается, зимой открывается баночка, варится паста за 15 минут, и вот это все вываливается, перемешивается, и у нас получается ужин полноценный готов, правильно? Да, это все уже готово. Не надо лишний раз покупать фарш, уже все будет готово. Вот как-то так, друзья, интересный момент. Без фарша можно добавлять, это же и в пиццу, правильно, вот этот как Да, соус? конечно. Для этого мы и делаем каждый год. Да, а вот сегодня, ребят, именно с фаршем, ну понятно, пиццу с фаршем как бы никто не делает, но я, в принципе, могу замутить с фаршем. Короче, давайте, ребят, начнем, буду помогать. Сейчас у нас получается, нарезаем помидоры, нарезаем лук. Фарш у нас уже размораживается, уже почти готов. И будем все это дело обжаривать, варить, томить и так далее. Приготовили 2 плиты. Ну, у нас сегодня обстановочка не домашняя, беседки. Дома жарко это все будет делать. Да. У нас плюс 30. Согласен, Душно. согласен с тобой. И как бы тут у нас продувается, ребят, свежий воздух, красота. Ну, в общем, начнем. Сейчас возьму нож и буду тоже нарезать. Все, погнали. Лариса Юрьевна, чем вам помочь? На. Все, понял. Большому человеку большая головка лука. Да? И большой хороший нож от компании Рузберг. Так, что как порезать, Ларис? Крупно, мелко, полукольцами, квадратиками, кубиками? Кубиками мелкими берешь. Ну, я разберусь. Ну, хорошо. Я тебя спросил просто. Лук мы нарезать, слава богу, умеем. Слава богу, да? Да. У нас на выходе, ребят, должно получиться 10 пол-литровых баночек вот этого соуса. Это хороший, Ларис, запас или как? Ну, как готовим, да, получается? Готовим мы часто. Да. Одной банки на хорошую порцию лапши, макарон, да? Ну, это да, это, мне кажется, даже много. Даже будет. много? Предупреждаю сразу те, кто следит за фигурой. Этот соус вам не подойдет, потому что он очень калорийный. По нам, наверное, видно, да? Что мы очень любим этот соус. Мы очень любим лазанью. Ну, слушай, тут ты все разобраться, знаешь, там, блин, тут это вредно. Проще, короче, не есть, блин, вообще ничего. Кто Блин. хочет очень вкусно, сытно именно, вот так поесть, так, Ну да. вот это самое то. Я хотел момент спросить, ну, лук, понятно, а помидоры, они же бывают разные, может, специальные какие-то? Помидоры я взяла именно с тонкой кожуркой, чтобы не снимать. Бывает, что мы покупаем с твердой кожуркой, грунтовые, например, да, мы их ошпариваем. То есть кожурку снимаем и также мельчим. Но у этих кожурка тонкая, она уварится. Короче, ничего страшного, да? Да.
Все, я понял. Ну, потому что, как бы, рецептура, ребята, вот по видео часто, как бы, ну, плюс-минус. Тут что-то рассказываем, 4 килограмма, тут 2 луковицы, большая головка, там 1,5 килограмма. Что-то все мы делаем на глаз, потому что мы у Ну, нас первый... с 4 килограмм у нас получается килограмм воды уварится. То Угу. есть 3 килограмма останется. Ну, это понятно, просто многие пишут и говорят, типа, Андрюха, рецепт. Я говорю, ну, рецепт какого нету, мы сами все только экспериментируем, как бы, сами пытаемся что-то для себя найти именно. Вот, и первый раз будем готовить, ребят. Ну, понятно, что Юрьевна в этом деле мастер. Первый раз мы будем готовить фарш. Ну, а так да. я каждый год это делаю. этот соус. В общем, все, ребят, погнали. Сегодня взяли даже 2 плитки, ребята. Старая моя боевая подруга и новая. Так я ее еще не использовал. Все, начнем уже обжаривать. Где будет? Северина, а можно маслица, пожалуйста? Угу. Все, отлично. Потихоньку начнем, друзья. Лариса как раз уже тоже помидоры дорубает уже. Так, друзья, отправляем чеснок. Не сильно мелко, чтобы кусочки были. Угу. Отлично. И тоже обжариваем вместе с луком. Так, надо ставить. Тушиться? Да. Все, достаем вторую плиту, ребята. Давай я пока помешаю. Давай, приготовлю. Сегодня, мать, будешь на новой плите. Не знаю, еще даже не заводили ее. Ну, взял тоже, ребята, с переходничком. Видите, здесь у нас идет портативная. Получается не только маленькие газовые баллоны, но и вот 5-литровый я подключаю, когда в походы. Вот здесь. Ну, у нас, к сожалению, закончился. А заправлять нам надо только в город везти. Нас тут не заправляют. Как поедем, заправимся. Так. Все, минимум. Все. Что-то не могу я подключиться. Все работает. Я уже переживать начал. Просто новое, это спокойно здесь. Все, ставим. Масло добавим. Крышкой закрывать не будем. Надо, чтобы по максимуму воды вышло, испарилось. В таком режиме примерно сколько варить? Честно, ну часа 2, мне кажется.
Прям часа 2. Да. Ну, у меня бывало и больше. Но заметь, что мы еще в автоклав будем добавлять. Но, тем не менее, все равно. Ну, в автоклаве, мне кажется, ну, там, минут 20-30, да? Угу. 20 хватит вообще. Пошел фарш, ребята. Фарш, кстати, тоже свой. Рис сама крутила. Угу. Свино-говяжий. Очень вкусненький, ребята. Сколько у нас здесь фарша? 1,5 килограмма. 1,5 килограмма. Понял. Запах. Красота, да? Кстати, по плиткам, друзья, ну это простые дешевые плитки, но я не знаю, тут уже сам весь корпус, короче, развалился. Ножки попадали, она уже гниет вся. Изготовлена в феврале 2018 года. Срок годности 2 года. У нас 2003. Она до сих пор работает. И плитка, кстати, применялась, ребята, вообще там таких везде. Круглый год. Круглый год. И зимой, и летом, и что только с ней не было. В дождь, и в ливень. Ну, в общем, посмотрим, как будет. Ну, обычно пьезо, подача газа, зажим баллона. Вот эта штука летит. А здесь уже корпус, ребята, видите, смотрите, он изгнил, но она работает. Так что посмотрим, насколько хватит новой плиты. Но мы продолжаем. Ребята, в открытом помещении большое окно, нету двери, да, грубо говоря, и то, да, от плиты уже пошла. Ну, как бы дома, ребят, на самом деле тяжеловато, конечно, готовить. Ну, можно, в принципе, но потом дома будет жарко, и ночью, и потом спать невозможно. У нас, говорю, реально за 30-ку, соответственно, вот. У кого есть летняя кухня, прям классно. Смотри, как сок уже вышел. Помидоры постоянно тоже помешивайте. Чтобы, не дай бог, где-то. Здесь пока ничего, ни соли, ничего, да, нету? Нет. И здесь то же самое нету? Да, ничего нет пока. Так вон уже, смотри, как снизилось. Угу. Ну да. Времени засекали мы сколько? А, у нас на глаз, да, все, мать? Да. Опыт не пропьешь, ребята. Это точно. Да. Это еще утро, ребята. К обеду будет опять, короче, жарить. Ну, сейчас приготовим, наверное. Сегодня у нас выходной. Поедем на речку купаться. Вода с колодца. Огонь. Чили перец, черный перец. Добавим, чтобы раскрылся перец. Поджарился. Какой запах. Фарш у нас, в принципе, практически уже готов. Вообще у меня базилик — это моя слабость. Вот фиолетовый специально выращиваю для соуса, а зеленый для соуса песто. Так, добавим томатную пасту. У нас как будто бы уварилась, ну, 4-я часть. Томатную пасту сейчас добавим и еще поварим. Где-то прошло сколько? Минут 40, да? Ну да, 40 минут где-то, да. Банку целиком? Нет. Как будто бы на 5 литров хватает 300-400 грамм. У нас тут 500 грамм. Полностью не будем.
уже густеет заметно. Так, добавляем фарш. И зелень сразу добавим. Буйство красок. Угу. Красота. Ну, в принципе, что тут осталось посолить, да, Ларис? Да, но посолим мы чуть-чуть попозже. Все равно это еще уварится. Главное не пересолить в этом соусе. Сухие специи тоже можно добавить. Ай. Ай, не хочет. Так, паприки нам где-то надо 2 столовые ложки. Грубо говоря. Так. И орегано. У нас Пока убирался, тут немножко соус у нас загустел. прошло еще полчасика, примерно минут 20, друзья. Лариса тут уже баночки приготовила. Ну, в принципе, вот. Солим. Еще добавлять будет, наверное, уксус. Да, Ларис? Да. Это для чего вообще? Для хорошего хранения. А, для хранения, да? Да. М-м. Я обычно не добавляю. Ну, добавляю там 9% обычный уксус. Ну, если ты обычно не добавляешь, зачем сегодня добавлять? Ну, потому что как будто бы вот с ним как будто бы тоже вкусно. Когда нету его под рукой, обычный добавляю. Все понятно. Красота? Да. Красота. Ну все, друзья. Вот такой густой он у нас получился. Смотрите, какая красота. Все, наполняем. 1,5 часа где-то, да? Час 40 Да. плюс-минус у нас, друзья, варилось все. Ну, благо то, что вторая плитка была. Фарш сразу вместе с помидорами начал. В общем, вот. Ну, еще вот в автоклаве, ребята, на 20 минут. 120 градусов на 1,2 давления, наверное, дадим, да, Ларис? Угу. Поддержим минут 20-25. Баночки у нас промыты, крышки с кипяточком мы уже все обработали. Не надо писать, ребят, просто за кадром, но это оставляем. Ну, я сейчас попробовал, уже можно сейчас вот рубать его реально. Ну и в общем, вот это наша заготовочка, ребята. Понятно, кто-то особо не любит, ну, зачем столько нужно. А вот мы решили вот себе сделать, мне кажется... Съедается. Ну, это и я не последний раз делаю. Мы, кажется, еще сделаем, да, Ларис? Да, конечно. Зима длинная. Зима у нас длинная, да, холодная. Вот, все. Ну, вот, короче, не знаю, ребят, такая кастрюлька. Сейчас посмотрим, сколько. У нас автоклав на 10 банок. Ну, мне кажется, как раз, Ларис, все будет четко. Ну, должен быть. Ну. А вот и доча у нас Ждет купаться. ждет купаться. Нет, я жду соуса. Да, я ей сказала, вынеси горбушку хлеба, я говорю, остатки дам тебе помакать соусом. Помакать, да. Ну, сейчас мы затарим дочь еще
не знаю, немножко и поедем. Покупаемся. А вы будете ее в автоклаве? Да, Да. да, да, вот сейчас Там еще. чуть-чуть 20 минуточек. Пойду, кстати, приготовлю автоклав. Так, друзья, будем добавлять водичку. Как правило, ребят, когда мы готовим не на пару, точнее не на воде, а на пару. Мы добавляем 1,5 литра воды. Здесь все-таки мы будем как бы больше стерилизовать банки, чтобы на долгое хранение. У нас фарш, точнее соус уже готов. Нам надо только закрепить все это дело. Ну, добавлю литрушку воды. Чтобы это все паром отдалось. Достаточно. В общем, а так вот, ребята, я добавляю вот до первой фальш-дна. До первого фальш-дна вот, ну, почти вровень. Все. Вот такой, ребят, фэнсон мини у нас. Блин, такая вещь. Я кайфую, не знаю. Вот сейчас вот на рыбалке жульен брал. Андрюха как готовил. Вот, ребята, на вот этой вещи мы готовим. И, блин, реально, это рыба, там, грибы, мясо, это, знаете, это только, знаете, такое начало. Здесь вот даже, ребята, вот, ну, у меня лежит документы. Тут книга рецептов, тут вот грибы, овощные консервы, понимаете, ребята, здесь рецепт томатного соуса, приготовление соуса. Ну, здесь есть даже какая-то рецептура, но мы делаем сами по-своему, как бы. Все тут указано, как бы, консервы из мяса птицы. Кто вот охотник, вот стреляет много уток, вот сделали консерву там, не знаю. Охотникам, мне кажется, такую тему нужно. Бобрятина, лосятина, которая очень сложно готовится. Вот эта вещь сделает именно из-за давления. Ну, как скороварка, в общем, ребята. Современная сковородка, только здесь все безопасно. Есть аварийные клапаны. Не знаю, взорваться он, мне кажется, не взорвется никогда. Ну, там, может, просто кто-то как-то по-дурацкому что-то как-то там не уследит, не знаю. А так, в целом, все. По технике безопасности, в принципе, все нормально. За какой уже эксплуатации, какое время, я не знаю, чтобы какой-то болт тут у меня разошелся, где-то тут шовчик, не знаю. Он легенький, средненький, как бы супруга справляется, я справляюсь. Как бы ручки тут все, ну, по уму сделано, в принципе, нормально. Никаких-то что-то швов здесь, тут повреждений, сдутий никаких я не вижу. Так что тема, что, Вкусно. огонь. Как? Вкусненько? Короче, что у нас, мать? 8 баночек? Да, А почему так получилось? потому что мы схитрили. Схитрили, да? Да, мы чуть-чуть помидор убрали и луковицу одну большую убрали. Ну, Потому что мы думали, что будет выкипать все, и так бы всего хватило. ну, значит, ты все правильно почитала, да? Значит, что у нас получается? 1,5 килограмма. Фарша, 4 килограмм помидор, получается головка чеснока, 400 грамм томатной пасты. Что еще? Лук сказала. Это Не, лук ты не сказала, ты головку сказала, чеснока. лук Три килограмм. больших, да? Мы этот. Ну, килограмм лука надо. Угу. И вот, в общем, будет как раз, ребята, 10 баночек. Да. Ну, плюс-минус. Тут можно хоть одну банку сделать, ничего страшного. От помидор тоже много чего зависит. Да, Они да. могут, если мясистые, они мало уварятся, а вот которые вот водянистые, они Угу. много влаги. Но опять же, у людей же свои помидоры, да? Да. Пускай сами там как-то смотрят. Сейчас же, ребята, сезон, соответственно. Ну, в общем, все. Закатываем и загружаем и ставим на плиточку. Все, погнали. Ну все, ребята, закручиваем и ставим на огонь. Ба-бам! Так, что обязательно, ребята, открытый у нас, пока набираем температуру. Термометр показывает, уже 25 градусов говорится. Жарко на улице. Ну все, ребятки, погнали.
Так, друзья, 100 градусов. Закрываем клапан. Сработал у нас. Все. Сейчас набираем 120 градусов и набираем давление 1,2. И в этом режиме, когда мы все наберем, огонь убавим и поддержим 20 минут. Урожай, да, мам? Да. Это деревенский лук. Зато, Это не на луковицу. зато он вкусный очень. Это было на зелень. На зелень. На луковицу еще растет. Все, друзья, все быстренько. Классно убавил уже огонь. У нас 120 градусов и 1,1 баррелей. Так, засекаем время. В общем, без 10, ну 10 минут первого выключим. Все, а мы погнали купаться. Покупаемся, как раз остынет. Его можно сегодня уже попробовать. Че, погнали? Мама, дай телефон. Будем слушать музыку. Заказывайте. Заказывайте. Что, держитесь, погнали. Так. Бам-бам. О, горяченький еще. Ну что, огонь? Огонь. Все под вакуумом, смотри, крышечки, да? Нормально. Так вот, ребята, помыли, обтерли, все. Все шикарно. Крышки, кстати, ребят, используйте всегда новые, когда закатываете. Намного лучше.
на крышках не экономим. Ну чё? О. Все, смешаем. Вон двумя вилками. А, запах класс. Ну что, господа, всем приятного аппетита. Что, как получилось? Вкусно. Ну все, ребята, вот смотрите, заготовочки. Баночку вывалили и все, пожалуйста. Теперь они у нас будут храниться. Что-то лазанья, не лазанья. Ну, короче, как-то так. Пока купались, Алена Сергеевна вот лапши сварила. Баночку туда бак и все. Ну-ка. Ну, отлично. Вкусно. Вкусно.